Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем о гибели пешехода под колесами иномарки на улице Зорьге в Казани. Никто не успел увидеть его. Покажем пожар на складе на улице Короленко. И последствия возгорания на Пушкина. А также последствия посиделок троих мужчин с алкоголем на даче. Здесь он валялся, да? Это и не только. Прямо сейчас. Решение перейти дорогу в неположенном месте оказалось роковым для 73-летнего пенсионера. На улице Рихарда Зорге мужчину сбил автомобиль «Опель Астра». Удар был очень сильным. Передняя часть машины была разбита практически вся. Сбитого мужчину отбросило на несколько десятков метров. Он скончался мгновенно. С места трагедии репортаж Нафисы Семенязовой. Никто не успел увидеть его. Тут темно, фонари не горят. 24-летний водитель иномарки был в состоянии эмоционального шока и рассказать на камеру ничего не смог. Его супруга, позже приехавшая на место, передала все, что он сказал, когда позвонил сразу после наезда. Говорит, что пешехода он не видел, и мужчина неожиданно оказался на проезжей части в неположенном для перехода месте. Когда увидел человека, остановиться уже не успел. О силе удара можно судить по разбитой иномарке, по сработавшим подушкам безопасности, но и даже потому, что погибшему мужчине оторвало ногу. По словам очевидцев, он переходил дорогу в неположенном месте. Одну сторону перейти он успел, а уже здесь его сбивает «Опель». И необдуманный шаг мужчины оказался роковым. После удара мужчину отбросило вперед на несколько десятков метров, и только после этого он рухнул на асфальт. Скончался пешеход мгновенно. Очень долго на его мобильный телефон поступали звонки. Трубку пришлось взять следователю и сообщить родственникам пенсионера страшную новость. Вскоре они приехали на место трагедии, чтобы опознать тело. Водитель автомашины «Опель», двигаясь со стороны улицы Зорге в направлении Габишева, напротив дома улица Зорге, дом 88, совершил ДТП на пешехода. Степень вины каждого участника будет устанавливаться в ходе следствия. Судя по всему, передвигаться 73-летнему мужчине было тяжело. Вероятно, по этой причине он и не стал спускаться в подземный пешеходный переход, который находится всего в паре десятков метров от места трагедии. Но и резко выбежать на дорогу он тоже вряд ли мог. По предварительным выводам автоинспекторов, водитель «Опеля» не выбрал безопасную скорость. И это стало одной из причин трагедии. Была ли она разрешена, и степень вины водителя теперь предстоит установить следователям. Нафиса Семенязова, Наиль Абдулин, «Вызов 112». Один человек погиб, один в реанимации. Такой итог аварии, произошедшей накануне на автодороге Нижняя Мактама-Актюбинск в Альметьевском районе. 24-летний водитель «Хонды Цивик» по предварительным выводам автоинспекторов не выбрал безопасную скорость, выехал на обочину и не справился с управлением, вследствие чего автомобиль рухнул в кювет и перевернулся. В результате 32-летний пассажир иномарки скончался на месте. Водителя со множественными переломами, закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота госпитализировали в реанимацию. Один человек погиб в столкновении поезда и «Лады Калина» на железнодорожном переезде в Буинском районе. Авария произошла сегодня в 14 часов дня. С места трагедии Салават Мухаммадуллин. Трагедия произошла в 2 часа дня. Маневровый тепловоз ехал в Буинск. Недалеко от деревни Старый Студенец, прямо перед поездом на переезд выехала «Лада Калина». Столкновение, переездная сигнализация, как вы видите, работает нормально. Соответственно, представителям железной дороги претензий быть не должно. Это невнимательность водителей. Первый удар пришелся в правое переднее крыло. Затем автомобиль развернуло и ударило поезд еще раз. После этого легковушку отбросило в кювет. По словам машиниста поезда, машина стояла, пропускала поезд, но по каким-то причинам при приближении поезда к переезду тронулась и произошло столкновение, соответственно, с локомотивом. За рулем легковушки находился 80-летний мужчина. Он с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в районную больницу. Пока мы добежали, здесь уже другие шофера подбежали, там машину перевернули. Машина перевернута была, видели. Там бабушку вытащили, на землю положили. Вот мы только потом подбежали уже. Пассажирка «Лады», 80-летняя женщина, от полученных травм скончалась в карете скорой помощи. Сейчас автоинспекторы и следователи выясняют, что заставило водителя выехать на переезд прямо перед поездом. Салават Мухаммадуллин, «Вызов 112». Крупный пожар сегодня вспыхнул на улице Короленко. Горел склад, в котором хранились полимерные материалы. Столб черного дыма был виден практически из всех районов Казани. Вероника Гайнудинова с места происшествия.
К приезду первых пожарных подразделений он горел открытым пламенем. Как позже установили дознаватели, площадь пожара составила 400 квадратных метров. На начальном этапе была угроза соседним зданиям, расположенным с восточной и южной стороны. Первые прибывшие подразделения в качестве решающего направления, используя как раз предотвращение распространения пожара на них, предпринятыми действиями удалось локализовать пожар только на этом здании. Тушение осложняло и отсутствие рядом пожарных гидрантов. Как рассказал один из учредителей фирмы, арендовавший этот склад, там хранились утеплители, поролон, полиэтилен и другие материалы из полимера. Людей там не было и работ по загрузке и выгрузке товара. В огне никто не пострадал. 95 человек без малого час боролись с пламенем, и в половине первого им удалось полностью ликвидировать открытое горение. Прокуратура по факту пожара проводит проверку. И теперь выясняют все подробности инцидента и причины возникновения пожара. Вероника Гайнудинова, Константин Бушуев. Вызов 112. А в самом центре Казани сегодня загорелась трава. Высохшая декоративная растительность на стене высотного здания вспыхнула в 5 часов вечера. Пожарные выехали по первому номеру вызова. Первые подразделения потушили огонь на площади 7 квадратных метров и дали отбой следующим подразделениям. В результате возгорания никто не пострадал. В Казани обнаружено тело без вести пропавшей 49-летней женщины. Ее видели 19 августа, отъезжающей на своем автомобиле Volkswagen Tiguan от остановки Сады на улице Гвардейская. С тех пор о ее местонахождении было ничего не известно. Следственный комитет тогда возбудил уголовное дело по статье «Убийство». В ходе расследования было установлено, что из Казани она не выезжала. Банковскими картами и счетами не пользовалась. Автомобиль потерпевшей был обнаружен у дома по улице Товарищеской, а в нем тело владелицы без внешних признаков насильственной смерти. Также в автомобиле находились деньги и ценности. Установлено, что в конце августа на протяжении нескольких дней женщина жила в автомобиле, распивая при этом спиртные напитки. В настоящее время тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит причину смерти. Сегодня в Московском суде Казани должно было начаться рассмотрение дела в отношении бывшего начальника отдела полиции «Восход» Ильдара Вафина. Он обвиняется по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и с угрозой его применения». Как полагает следствие, в середине марта 2020 года он отвел подозреваемого в нескольких преступлениях мужчину в туалет, где избил и плюнул ему в лицо. Подтверждением послужила аудиозапись, сделанная на мобильный телефон. Свою вину подсудимый не признал и свое увольнение считает незаконным. Все время следствия он был под домашним арестом, и сегодня на процесс пришел один. Из-за неявки свидетелей слушания отложили. На улице Шамиля Усманова прохожие обратили внимание на не совсем адекватное поведение подростка. Он пытался танцевать, прыгал и во время очередного кульбита подвернул ногу, упал и тут же уснул. Ему вызвали медиков, с ними приехали стражи порядка. Судя по документам, подростку 16 лет, и в Казань он приехал из Ижевска. Кому, что здесь делал и какие вещества употребил, он ответить не мог, был не в состоянии. Фельдшеры скорой помощи доставили его в травмпункт с подозрением на перелом. А выяснением всех подробностей теперь займутся сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. Сообщение о ножевом ранении поступило в полицию накануне около 23 часов вечера. По словам заявителя, все произошло в садовом обществе «Энергетик». До прибытия полицейских пострадавшего забрали медики. На месте стражи порядка встретил хозяин дачного домика. Внутри все было в крови. Мужчина утверждал, что в ранениях друга не виноват. Однако его все же забрали в отдел полиции. Почему, знает Нафиса Минязова. Здесь он валялся, да? Да. Мужчина уверял полицейских, что нашел своего друга лежащим в луже на улице. Говорит, он был весь в крови. Опасаясь за жизнь своего приятеля, вызвал медиков и полицейских. Изначально мы втроем были. Ты не поймешь, кто третий был? В дачный домик, по словам мужчины, они приехали еще днем. Он, его друг и знакомый товарищ, гражданин Узбекистана. Стали выпивать. После, утверждает хозяин дачи, он уехал домой и не знает, что происходило дальше. А ты подтвердить можешь, что дом был? Они дома были. Проверьте мои звонки, пожалуйста. Супруга не впустила нетрезвого мужа, и он поехал обратно на дачу. Там и нашел своего окровавленного друга. А вот приятеля товарища на месте уже не было. Однако стражи порядка решили доставить мужчину в отдел полиции для проверки его показаний. В
самом доме все было в крови, но медики не нашли на теле пострадавшего никаких ранений, зато диагностировали у него сотрясение головного мозга. Восстановить полную картину произошедшего теперь предстоит следователям. Нафиса Минязова, Наиля Абдулин, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.